Подвести итоги работы и деятельности аппарата уполномоченного за 2024 год. Если обратиться к статистике деятельности аппарата, то за 2024 год к нам поступило наибольшее количество обращений. Количество обращений 104, из них письменных обращений 71 обращение и обращений устного характера в телефонном формате и через почту официальную к нам поступило 33 обращения. Как за отчетный период, так и за предыдущие годы мы, к сожалению, не можем сказать о том, что все 100% заявлений были решены, доведены до логического завершения. Это связано с присутствием в нашей республике проблем системного характера, над разрешением которых мы также совместно с сотрудниками работаем. Также мы всегда смотрим географию заявителей, в какой административно-территориальной единице проживает наш заявитель. И проанализировав заявителей, мы пришли к выводу, что наибольшее количество обращений от жителей города Сухум, а наименьшее количество обращений от жителей Галского района. Но если говорить о категориях нарушенных прав, то наибольшее количество нарушенных прав, они связаны, к сожалению, с фактами насилия. Из года в год эта статистика практически не меняется. На первом месте это нарушения, связанные с фактами насилия. Это различного рода насилие, психологическое, физическое, к сожалению, и сексуальное насилие. На втором месте у нас нарушение права любого ребенка жить и воспитываться в семье. На третьем месте это заявления, связанные с получением обеспечения от родителей. Это нарушение алиментных обязательств. На четвертом месте у нас нарушение прав детей на получение образования. На пятом месте у нас заявления, связанные с отсутствием у несовершеннолетних документов, удостоверяющих личность. Вот на это нарушение, которое мною было названо последним, его количество должно быть больше, на мой взгляд, но такого рода обращения в основном носят латентный характер в связи с различными национальными особенностями и прочими, которые у нас значит, имеются. Ну, вот такие цифры. Также ежегодно мы выбираем приоритетные направления, над которыми мы работаем, в том числе за отчетный период также нами были выбраны приоритетные направления. Это, конечно же, нарушение различных пробелов в законодательстве, именно в сфере детства. Мы работаем и сейчас, и в отчетном периоде над созданием условий для развития альтернативных форм устройства ребенка. Также детей, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, жизненных обстоятельствах. Также очень большую работу проводим мы просветительскую с детьми и молодежью, особенно в школах Абхазии. Мы очень часто встречаемся, различные классные уроки, классные часы проводим. Также мы проводим работу, направленную на улучшение международного сотрудничества, особенно с уполномоченными Российской Федерации и в Республике Южная Осетия. У нас есть меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с уполномоченным при президенте Российской Федерации, с уполномоченной при президенте Республики Южная Осетия. В рамках этих приоритетных направлений мы работали в отчетном периоде.